Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Петр Васильев. Сохраняя историю, строим будущее. Так звучит слоган выставки, которая откроется в Музее археологии и этнографии Северо-Восточного федерального университета. Посвятят ее археологическим находкам, которые рассказывают нам историю якутского острога. О них подробнее, о значении самой выставки мы сегодня и поговорим с нашими гостями. Иван Викторович, Лилия Ленгвардовна, здравствуйте, добрый вечер. Иван Викторович, я хочу, наверное, начать с вас. Я отметил в самом начале, что в центре выставки археологические находки, которые расскажут нам историю якутского острога, если я не ошибаюсь, аж с конца 17-го, с начала 17 века. Что за находки, когда обнаружили, в чем их главная ценность? Выставка посвящена прежде всего результатам работы этого полевого сезона, этого года. И неоднократно выходили репортажи, которые рассказывали о том, что мы раскапываем остатки Якутской крепости. И целью этой выставки является показать жителям города, гостям города Якутска те находки, которые мы сделали. Понятно, что далеко не все предметы уместятся в небольших витринах, поэтому покажем наиболее интересные и в плане наиболее древние, наиболее интересные находки этого полевого сезона. На территории, где мы вели работы, Якутская крепость возникла в 1680-е годы. Нами было найдено две постройки, относящиеся внутри крепостных укреплений. И значительная часть находок, которые мы представляем на этой выставке, относится к заполнению этих построек. Относится к рубежу 17-го, начала 18 веков. Ну, безусловно, представлены будут и какие-то мелкие детали, насколько я понимаю. Очень много мелких предметов. Это, прежде всего, мелкие монеты 17-го, начала 18 века, монеты Московского царства, так называемые чешуйки, размером с ноготь человека и мельче. Конечно, мы на открытии выставки покажем самые ценные наши находки. Это берестяные грамоты. И покажем коллекцию китайского фарфора. Также из мелких предметов можно упомянуть шахматную фигурку ферзя из бивня мамонта. Очень миниатюрную, тонкую работу. Но я думаю, с ней тоже можно будет познакомиться в ближайшее время. Лилия Ленгвардовна, вы сказали, что с 8 ноября начнется выставка. Как пришла идея организовать эту выставку и вот в чем здесь интерес музея? Я уже много лет работаю в археологии, много лет работаю в музее. И когда мы встретились с нашими коллегами, в конечном итоге и увидели результат вот этих работ, то неизменно встал вопрос показать этот материал, потому что он наинтереснейший. Берестяные грамоты — это очень интересно, но кроме берестяных грамот, находок большое множество. И не показать их, мы как-то сочли, что такое просто невозможно. Поэтому 8 ноября в 16:00 мы ждем всех желающих на открытие. А что еще вас привлекло или удивило, вот кроме берестяных грамот? Безусловно, уникальная вещь, но тем не менее в коллекцию, про которую мы говорим, там же те же шахматы, что еще вас привлекло? Сегодня мы как раз вот с Иваном Викторовичем разговаривали по поводу того, что же мне больше всего понравилось. Но мне уж точно понравился китайский фарфор, тем более, что в процессе подготовки к выставке у нас появились уже какие-то результаты. Буквально вот собираются чашечки, собираются тарелочки. И это такая тончайшая работа и такая красота, что это очень красиво. Дух захватывает. Я Дух захватывает. с вами соглашусь, потому что Иван Викторович со своим коллегой летом этого года эти самые чашечки приносил к нам. Ну, там, во-первых, были какие-то осколки, которые собирали воедино. Иван Викторович, удалось собрать сервиз, набор? Что это было? Надо сказать, что процесс подготовки выставки — это процесс исследования. В нем задействованы коллеги из музея, вот лично Ленгвардовна, ее сотрудники, и склеиваются комплекты блюдца с пиалами для чая. Более того, буквально недавно была конференция международная в городе Братске, где был доклад о китайском фарфоре со стоянки Витуса Беринга. И коллекция фарфора китайского аналогична полностью тому, который мы раскопали. Это было очень интересно, потому что там исследования уже, естественно, научных методов по составу этого фарфора, по месту производства, и мы видим прямые аналогии наших находок. И они датируются тем же самым временем. Сейчас у нас коллекция составляет несколько групп, так называемый розовый фарфор, зеленый фарфор, он имеет свои названия по технике выполнения и традиции. И можно сказать, что относится как минимум
к 2 или даже 3 провинциям Китая по месту производства. Лилия Лингвардовна, то есть, получается, вы в процессе подготовки собираете эти... Да, мы забираемся с чашечки? буркой. А как эта работа выглядит? Там же абсолютно... Это ювелирная Вот, работа. да. Там множество очень мелких деталей, казалось бы, несоединяемых. Но, тем не менее, вот постепенно у нас вот уже появились и чашечки, и пиалы. Я еще, кстати, хочу добавить, что это не единственный фарфор, который хранится в нашем музее. В 80-х годах Северо-Восточный, тогда Якутский государственный университет проводил раскопки на Лазийском остроге и Стадухинском. И вот у нас есть аналогичный фарфор. И теперь к нашим коллекциям прибавился фарфор еще с раскопок города. Ну, масса возможностей для исследований, дальнейших изучения. А как вы понимаете, где какая часть от какой чашечки? Потому что ну, вот передо мной, грубо говоря, поставь разбитые эти все осколки, я их в жизни не соберу. Ну, У вас какие-то макеты есть, какие-то видения того, как раньше они выглядели? ну, как-то по форме видно, что где-то, вот, допустим, верхняя часть, можно увидеть венчик, донца. По рисунку можно определить там что-то. Ну и еще интуиция. Ну, я думаю, здесь, как и в археологии, интуиция очень много может подсказать. Иван Викторович, я помню, что вы говорили, что там на каждой кружечке изображен какой-то сюжет. Не только. Дело в том, что это не промышленное производство, это ручное производство. Ага. И как у любого человека, у художников китайский свой почерк. И они расписаны, это надглазурная роспись по фарфору. И иногда прям виден почерк. То есть вот видишь какой-то фрагмент цветочка, лепестка, и понимаешь, что ты уже на какой-то чашечке это видел. То есть вот по почерку. По почерку не повторяется. Да. Чувствуется, что очень все индивидуально. То есть каждая чашечка абсолютно уникальна. Ну, нужно по несколько десятков раз перебрать, и ты уже начинаешь различать его. А сколько тогда времени занимает сборка вот одной чашечки? Ну вот есть у нас тут абсолютно талантливые коллеги. Вот у нас Мария Попова, заведующая картинной галереей. Вот ей дано это буквально. У нее, да, она. да, да. Вот, интуиция, это уж точно у них хорошо получается. Упомянули вы берестяные грамоты. Действительно, я соглашусь с вами, что это сенсация не только, наверное, для Якутии, но и для всего Дальнего Востока. Удалось ли уже частично расшифровать то, что на них написано? Да, у нас специалист есть, Илья Дмитриевич Горшков, кандидат исторических наук, специалист по палеографии. Нами подготовлена уже научная статья. Она передана в редакцию журнала «Северо-Восточный гуманитарный вестник». Сейчас проходит рецензирование. Мы очень надеемся, что статья выйдет в 4-м выпуске этого года, станет доступна всем желающим. То есть с этой статьей можно будет ознакомиться. Прочтен далеко не весь текст, потому что при видимом спектре читаются не все буквы, не все слова. Но прочитано очень много. Практически по чуть-чуть текст прочитан на всех фрагментах. И даже проведена работа, опять же, Северо-Восточным федеральным университетом по мультиспектральному фотографированию этих грамот. Что-то это сложное, что это такое? Это когда фотографируется грамота в разных спектрах ультрафиолетового и инфракрасного излучения. И, соответственно, нам удается проявить плохо читаемые буквы и слова. И после постобработки, сейчас идется постобработка, Сергей Ефимович Васильев ведет эту работу, мы будем повторно прочитывать грамоты с учетом применения, естественно, научных методов. Ну так вот, что уже удалось узнать? Что говорится? Во-первых, удалось узнать, что 10 из 11 фрагментов это являются фрагменты листов, страниц ясачной книги. Это уникальный пример дела производства на бересте. То есть в основном берестяные грамоты это бытовая переписка. У нас мы имеем дело именно с документами дела производства. Речь там идет о сборе ясака, упоминаются имена, скорее всего, новокрещенных жителей Якутии. На это указывает и малый размер ясака, там по одной лисице, по соболю. То есть это довольно такой щадящий. Вот. Но что интересно, у нас есть один фрагмент, который выбивается из общего контекста, это 10-я грамота. Там упоминается Алюторский острог, основанный в 18 веке на Камчатке. Возможно, это самое древнее упоминание или первое упоминание Алюторского острога в письменных источниках. Вот это, скорее всего, отписка воеводы. Там идет пересказ о том, что он был поставлен государем.
И это интересно, потому что Лютерский острог подвергся нападению примерно в 1715 году со стороны коряков, был сожжен. И перед нами вот такой ранний документ показывает, насколько административное влияние Якутска распространялось. То есть это уже территория Камчатки. То есть мы, в принципе, можем судить о том, что была раньше какая-то активная связанность. Ну, мы об этом судить могли и ранее, но Но я имею в сейчас- виду, что сюда, в Якутск... Да, документальное подтверждение, Стекалось, да. дополнительные документальные подтверждения. Как я уже сказал, что это еще одно из наиболее ранних упоминаний острогов дальневосточных русских. Я вообще, конечно, не так далек от российской истории, я хорошо ее знаю, но про Лютерский острог я, если честно, слышу впервые. Ну, это нормально, потому что острогов было много. Вот и Зашиверск вырос тоже из острога, и Новая Мангазея выросла из зимовья. Дело в том, что многие поселения русских, они основывались как зимовья, то есть промысловые такие фактории вырастали, некоторые вырастали в остроге, некоторые нет. Некоторые остроги становились городами, а некоторые нет. Их роль утрачивалась, да, то есть зимовья – это промысловые фактории, остроги – это уже военно-торговые фактории, а город – это уже административные центры, центры административного управления. И многие остроги возникали и существовали очень непродолжительное время. По мере продвижения русского государства на восток, его восточный фронтир, то есть пограничная черта, отодвигалась все дальше и дальше. И уж вообще в конце 18 века с открытием Русской Америки, Алеутских островов, Аляски, то, естественно, роль некоторых вот этих пунктов, она утрачивалась и передавалась более крупным городам. Ну, например, вот Гижегинск, такой тоже из острога вырос в город в Охотском море. Поэтому некоторые остроги прекратили свое существование. У нас с вами сегодня буквально погружение небольшое в историю. Лилия Ингвардовна, ваш коллега говорит о том, что СФУ, ваши сотрудники музея тоже были задействованы в расшифровке берестяных грамот. А это первый такой опыт или раньше уже приходилось считывать то, что написано не на бумаге, а на коре? Мы не то чтобы расшифровали, Ну, просто участвовали, принимали участие, да. А так у нас вот в апреле месяце мы заключили соглашение научное о совместном сотрудничестве, что позволило нам принять участие в этих уникальных раскопках, прикоснуться к истории города Якутска. Это вот большое счастье, я считаю. И я думаю, что вот в дальнейшем мы будем работать, наращивать обороты в совместном сотрудничестве. Это очень хорошо. Ну, я хочу дополнить о том, что сотрудники музея в сентябре лично принимали участие в раскопках. Когда начался учебный год, у нас большинство рабочих село за парты. Напомню, что у нас работало больше 160 школьников и студентов Якутска. И с их уходом мы испытали кадровый голод. Поэтому Лилия Ленгардовна, директор музея, лично встала на лопату, на совочек. И А что ж вы скромничаете? очень Лилия многие Ингвардовна? находки, представлены на выставке, найдены в том числе ее руками. Что удалось Ну, вот накопать руками и лопатами? При мне, кстати, была найдена 11-я берестяная грамота. Вот при мне. И я была просто в восторге. Как нашли? Но, к сожалению, не я нашла. Нашел наш, по-моему, историк, Дима его зовут. И вот здесь уже студент. Студент. И уже так принесли, как рядовую. Я когда увидела, господи, думаю, ну почему не я в конце-то концов? Но здорово вот прикоснуться к истории, особенно вот к этим нашумевшим грамотам. И мы тоже имеем вот отношение. А есть же такое поверье, что археологов всегда тянет покопаться в земле. Вот вы когда вернулись туда, на место раскопок пришли, вот точнее из музея вышли в поле буквально, что ощущали? Ну, я вообще люблю копать. Копаю давно, с 1987 года. Более того, мы в свое время принимали участие в раскопках Лазейского и Стадухинского острога, это в 80-х годах. И получается, что вот принимая участие в городских раскопках, соприкасаясь с культурой, опять-таки, 17-18 века, возвращаешься в молодость, что ли. А копать всегда интересно. Вот чем интересна наша профессия, это как раз вот такими находками. И причем находки интересные и не только берестяные грамоты, там все интересно, потому что именно в целом, не отрывками, урывками какими-то, вот составляется история. Лилия Ингвардовна, я предлагаю вернуться в стену музея, где и будет проходить с 8 ноября выставка. Что еще сегодня представлено из уникального в Музее археологии и этнографии СФУ? У нас
Эта выставка разделена на определенные блоки, где мы показываем различные, ну, коллекции показана, коллекция монет, вот, коллекция фарфора, коллекция, мы показали предметы охоты и рыболовства, э, очень интересные там формы грузил, например, поплавки, может быть, кто-то не видел, но вот как раз к истории 17 века можно прикоснуться и через вот эти материалы. Интересно то, что, конечно же, сюда приезжали на лошадях, у нас подковы, абсолютно интересные гвозди, как они называются? Ухналь. Ухналь называется, да. Посуда. Кстати, очень интересный пласт мы хотели бы показать и уже советского времени. Там идут абсолютно такие необыкновенные бутылочки из-под духов. Посуда, опять-таки, советского времени. У нас большая коллекция собралась клейма, ну, различных фабрик, которые изготовляли фарфор. По штук 20, наверное. То есть целевая аудитория, я так понимаю, и у выставки, и у самого музея, она самая, что ни на есть, разнообразная, ни в кого не целится. У нас никаких разграничений нет. Ну, Буквально, целевая да. все равно есть. Прежде всего, конечно, хотелось бы, чтобы выставку посетили участники экспедиции и их друзья и родственники. Вот, как я уже сказал, у нас списочно больше 160 человек прошло. Это все жители города Якутска. Если каждый приведет своих родителей и друзей, можете представить поток людей, да, прежде всего молодежи, которым это будет интересно, потому что это их руками сделано. То есть это вот такая целевая аудитория. Ну и, конечно, все желающие, все историки. А представляете, как будут себя чувствовать люди, которые живут вот в том районе и буквально ходят по сокровищам глубокой старины. Еще одну важную тему хочу с вами сегодня обсудить. В последнее время очень часто поднимается тема создания в столице республики, либо, возможно, вообще в Якутии, музея якутского дерева и археологии. Иван Викторович, наверное, вопрос к вам, как знатоку по большей части. Для чего это нужно? Для чего это нужно? Ну, речь идет прежде всего о том, что в музеи сейчас попадают археологические предметы. Это все-таки движимые предметы, и все существующие на сегодняшний день музеи рассчитаны на хранение и экспонирование небольшого размера предметов. Но культурный слой города Якутска уникален вечной мерзлотой, где сохраняются крупные детали. Я сейчас говорю об архитектуре. И мы знаем, что, к сожалению, трагически в 2002 году сгорела последняя башня Якутского острога, а мы имеем дело с архитектурой, строением того же времени. То есть есть возможность к юбилею города извлечь из земли и сохранить элементы архитектуры деревянного зодчества Якутии, да, причем речь идет как о русском зодчестве, так и о якутском, потому что, например, вот у наших коллег на Чернышевского, у них на посаде есть традиционные якутские жилища того же времени, там, 18 века. И, конечно, их важно сохранять и показывать, как традиции деревянного зодчества местного населения и пришлого русского взаимообогащали друг друга, как формировалась городская среда. Потому что часто мы о неолите и палеолите знаем больше, чем, скажем, о 17-18 веке. Уж, по крайней мере, русский город до Петровского времени изучен на сегодняшний день не так хорошо, как более древность, да, или сельские памятники. Кроме того, на территории Якутии возможно обнаружение старых судов. Недавно в Нижневартовске, буквально в этом месяце, была конференция, посвященная традиционному судостроению. Там вот есть кирьяцкая барка, огромное судно, которое сейчас музеифицируют. И в случае обнаружения, скажем, малого коча или коча деталей с арктического судна, с помощью которых покорялись полярные, да, зоны, где их хранить? Музеев для этого сейчас нет приспособленных. Один есть. Оно не один, на самом деле, да. Есть Свияжск, есть Берестия. В Бресте, в городе Бресте есть Берестия. Кстати, на 5 рублях Беларуси изображен этот музей. Да, ну вот правильно, Свияжск — это самый такой образцовый музей археологического дерева. Лилия Ленгвардовна, а мы, в свою очередь, с нашим музеем, я так понимаю, можем показать и то, на что способна наша вечная мерзлота и как она способна сохранять экспонаты. Ведь мы же храним там, ну, не только условную скульптуру мамонта, но и какие-то мелкие детали, правильно? В том числе и деревянные. Ну, мерзлота очень хорошо сохраняет. Единственное, что, конечно же, вот первичная обработка требует определенной тщательности.
Потому что когда материал, особенно деревянный, попадает на поверхность, то, естественно же, подвергается различным воздействиям вот нашей окружающей среды. И поэтому, ну вот мы уже столкнулись с этой проблемой, то, что, конечно, грибок, никуда от этого не денешься. Его требуется определенная просушка, определенное хранение этих материалов. И несмотря на вот то, что у нас вечная мерзлота, конечно же, бдить-то все равно нужно. Ну, я думаю, мы все-таки мы будем бдить, если создадим все необходимые условия. Иван Викторович, я хочу с вами еще об одной вещи поговорить. Обнаруженный острог — это же все-таки часть крепости, даже вот внутри города, правильно? Есть ли еще какие-то археологические... Ну, Лилия Ленгардовна, с вами тогда тоже, раз вы почетный археолог. Есть ли какие-то, может быть, теории, предположения, что еще у нас там спрятано вот в районе... Ну, для меня это Чираит. Там же еще какая-то церковь была. Я называю это по-старому в районе Чираита. Ну, главную находку мы так и не совершили, потому что мы ищем остатки все-таки крепостных сооружений, самой крепости. То, что мы нашли сооружение, это то, что внутри крепости было, то, что стены и башни защищали. Сами башни и стены мы пока так и не нашли. Есть вероятность, что найдем в следующем году, потому что небольшой участок у нас не раскопан. Вот, мы надеемся продолжить в следующем году его. Вот. Хотя в этом году вот в Тюмени, в Красноярске найдены остатки крепости. Конечно, мы бы хотели найти остатки того самого острога, который до 20-х годов 20 века стоял на этом месте. До того, как там появилась уже, я так понимаю, церковь, храм. Нет, церковь была частью этого острога. Ой, Да, сначала он был деревянный. В 1701 году он сгорел, как и воеводская канцелярия. И в начале 18 века они были отстроены в камне. Но они оставались частью крепости. Это все крепостные сооружения, внутрикрепостные сооружения. То есть я правильно понимаю, вот вся та территория, условно, Каландарашвили, это все район крепости? Да, он так и является выявленный объект археологического наследия Якутский острог. То есть, условно, Вся если эта мы территория. под домами, напротив вот того места, где сейчас идут раскопки, если бы там сейчас не было домов, мы бы там копнули, там бы что-то тоже нашли? Ну, Правильно. конечно, да. Даже вот эти раскопки уже дали большой результат, я считаю. Ну, надо Два помнить, строения 17-18 века. что дома строят сейчас здесь на сваях, и понятно, что между свайными постройками все равно предметы сохраняются. Все равно сохраняются. А вы упомянули, что есть какой-то маленький участок, просто не успели, правильно? Или- Да, не успели перенести теплотрассу, которая питает жилые дома, и, соответственно, начался отопительный сезон, и до переноса этой теплотрассы мы продолжить работу там не сможем. В следующем году продолжите, Да, насколько я да, понимаю. да. Все вот это вот пока останется на том же месте. Да. Кто будет привлечен к раскопкам в следующем году? Все та же Вся самая, та же вся та же самая- самая команда, да. Команда. А вы еще упомянули раскопки на Чернышевского, они как-то с вами пересекаются? Ну, только то, Перекликаются? что это наши коллеги, у нас дружеские отношения. Я приглашал к себе на раскоп, посещал тот раскоп, потому что было интересно сравнить культурный слой и методику, насыщенность этих. Знаю, что этим летом на места раскопок организовывали экскурсии, приводили школьников, студентов. Как ребята реагируют на будни археолога, в буквальном смысле оказавшись вот там вот в поле? Ну, приводили корпоративных клиентов. То есть, корпоративные бы- бы- клиенты были, да, были представители Сбербанка, были ветераны системы образования, учителя. То есть, на самом деле, не ограничивалось молодежью. Да, то есть, широкие круги населения. Хорошо, давайте переформулирую вопрос. Как реагирует человек не из археологической сферы, вот когда попадает к вам? С живым интересом. С живым интересом. Некоторые, кстати, потом приходили помогать, как волонтеры. То есть к вам можно прийти помогать волонтерам, правильно? Ну, приходили, да, ребята. А что для этого нужно? Нужны ли какие-то специальные навыки? даже Желание. лопата? Желание, прежде всего, и готовность, потому что работа все равно тяжелая очень. То есть все инструменты, все на месте? Да, выдают? конечно. У вас, насколько я знаю, прямо на месте еще и работала какая-то лаборатория, которая очищала... Ну, это в любой экспедиции работает камеральная обработка, да, да. ведется. Скажите, что это за камеральная обработка? Для чего? Первичная очистка, то есть все предметы в земле, они очищаться должны, а идет сортировка, потому что на камеральной работе задействованы те специалисты, кто может отличить археологический предмет от поздних предметов. Какие-то предметы — это проволока, гвозди там 20 века. Вот. Они же занимаются первичной очисткой, документированием, склейкой первичной, сортировкой находок.
Иван, а вы вот когда собирались в эту экспедицию, если так можно назвать, на раскопки, вы ожидали, что найдете там, ну, вот то, что нашли сегодня? Вообще, как подготовка Никогда ведется? не ожидаешь, всегда хочешь. Любой археолог хочет найти что-нибудь такое, и всегда такая находка, она неожиданность. Всегда желаешь найти что-то неожиданное, и когда находишь, это все равно неожиданность. А как ведутся раскопки? Ну, условно говоря, я же не приду с лопатой на ограниченное место и скажу, здесь я буду копать, здесь хочу искать клад. Ну, для этого требуется специальное разрешение, называется оно «открытый лист». Его выдает Министерство культуры Российской Федерации. И у археолога есть обязанность сдать научный отчет в государственную часть Архивного фонда России, в данном случае в Институт археологии города Москвы. Мы обязательно сдаем научный отчет, который любой археолог, наш коллег, может затребовать и ознакомиться в архиве. Ну, это, как говорится, тоже обязательно, Это чуть обязательно. менее интересная часть, да? Ну, это обязательно и строгое. Без сдачи отчета археолог не может продолжать профессиональную деятельность. Лилия Лингвардовна, мы с Иваном Викторовичем ранее общались, я знаю о том, где он, так скажем, копал. А вот вы сегодня коротко упомянули о том, в каких еще экспедициях в раскопках вы принимали участие. А есть еще какой-то пункт, какая-то самая интересная раскопка, о которой можно рассказать? Ну вот последняя самая интересная находка – это находка могильника в Мегино-Кангаласском районе, недалеко, ну, в черте поселка Балыктах. Мы нашли 3 погребенных, причем 2 из них однозначно были убиты времен белькачинской культуры Якутии. Это 5000 лет назад. И вот сейчас мы занимаемся изучением вот этого памятника. Вы сказали уникально. А чем уникально? Ну, во-первых, находка древних людей, живших 5-6 тысяч лет назад, это редкость. И я считаю, найти вот такие погребения – это большое везение, необыкновенное везение для археолога. И вот нам повезло благодаря жителям этого села. Мы раскопали эти погребения, и вот сейчас занимаемся этим исследованием. Вы упомянули, что 2 из 3 погребенных были точно у них убиты. да, А у как них это были выяснилось? наконечники стрел в тех местах, не в колчине где-то рядом, а именно вот в частях тела. То есть это Например, настолько да, хорошо сохраняется под землей, даже Да. стрелы не Ну, разлагают? по крайней мере, вот у одного в черепной коробке был найден наконечник стрелы. И там он просто так оказаться не может. Ну, о чем это может свидетельствовать? О том, что 5000 лет назад уже были какие-то вот локальные войны, например. А как обнаружили? Там были местные раскопки или... Абсолютно случайно нашли дети. Вот это место, где Кошмар. идет дорога, дети шли вот куда-то то ли в школу, то ли вот в районе села, и увидели вот череп. Лежит череп. Слава богу, позвонили к нам, сообщили, мы поехали, и оказалось, что это вот такая уникальная находка. Вот это называется археологическая удача, правильно? Это удача. Что ж, Лилия Лингвардовна, я предлагаю в заключение вернуться к выставке, с которой мы начали. Какая ее главная мысль, и что она может сказать тем, кто хочет заинтересоваться археологией, возможно, связать свою жизнь с этой увлекательной наукой, не побоюсь этого слова? Ну, мы долго думали над названием выставки. Как же назвать? Были различные варианты, нужно было прийти к какому-то одному названию, которое могло бы раскрыть всю суть нашей выставки. И вот я считаю, что единственное правильное и очень объемное такое название – это вот Якутский острог, изучая историю, сохраняем… Как там? Строим будущее. Да, строим будущее. Вот в этом названии все есть. Без истории невозможно, нужно знать свои истоки, корни, и, анализируя это, жить вот будущим, настоящим. То есть она не только для тех, кто хочет что-то почерпнуть и, возможно, в будущем и связать свою работу с археологией, но и для всех тех, кому интересна история нашей республики, правильно? Иван Викторович, я с вами, наверное, соглашусь. Хочется, чтобы все те, кто участвовал в экспедиции, в раскопках, напрямую пришли и увидели, пригласили своих родственников, а еще лучше, чтобы самое большое число участников, самое большое число жителей нашего города пришли, познакомились и узнали, что у нас там есть интересного под землей и, собственно, как мы можем это сохранить, самое главное для наших будущих поколений. Я благодарю вас за эту интересную беседу. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Вам спасибо. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.